Всем привет, друзья! Мы рады приветствовать вас в новом формате нашего шоу. В этой программе ведущим буду я, Влад Макеев, а гостем программы будет студент или сотрудник института, а также еще один дополнительный участник программы, член команды Джигики ТВ. И сегодня от нашей команды Лера! Привет! Привет, Лер! Как у тебя дела? Все отлично. Здравствуйте, дорогие друзья. Я думаю, что нам пора уже начинать. Давай начнем. Дмитрий Сергеевич родился в семье инженеров. С детства любит изучать мир, особенно природу. Закончил физико-математический лицей, но программирование оставил на потом. Также закончил эстрадно-джазовое отделение музыкального училища по электрогитаре и Чувашский государственный институт культуры и искусств по специальности дирижирования. В 7 классе написал игру на языке ассемблер. Занимается футболом и айкидо. Проявляет живой интерес к философии, саморазвитию и художественному самовыражению. В институте преподает информатику, музыкальную информатику, информационные технологии, основы звукорежиссуры, чтение хоровых партитур. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте! Здравствуйте! Как у вас дела? Здравствуйте. Все путем. Вот самоизолируюсь. Да, фон у вас очень красивый, прям Да. очень красиво. На свежем воздухе, такой open air. Свежим. Понял. Очень даже. Как у вас проходит период вот всем известной ситуации как раз? Не знаю, здесь все по-прежнему, в общем. Как росли березки, так и растут. Главное, чтобы это все, наверное, закончилось и вернулось в какое-то созидательное русло. Чтобы мы встретились в институте, наверное. Да, это самое главное. По институту я тут тоже сам скучаю. Лера, наверное, ты тоже скучаешь. Конечно. Так, Дмитрий Сергеевич, Лера, сейчас мы переходим к следующей рубрике, которая называется «Я никогда не». Итак, объясню немного правила. Сейчас я по очереди буду называть какое-то действие или событие. И если это происходило с кем-то из вас, то вы вкратце рассказываете историю, связанную с этим событием или действием. Понятно? Понятно. Я никогда не был в археологической экспедиции. У меня было 4 раза. На вас, да. Ну, расскажите, Да, Дмитрий да. Сергеевич, как это было? Ну, знаете, такой древнегреческий город Херсонес. Знаете такой город? Да, конечно. Ну, я его раскапывал. Конечно, не один. Там были экспедиции поляков, немцев, украинцев тогда еще. Тогда еще все приезжали. Ну и, собственно, что? Я участвовал в раскопках. Ну, это занятие такое, скажем, для физически подготовленных людей. На пекле, на солнце махать киркой. Да, понял. А как долго происходила эта экспедиция? Но мы приезжали обычно на 2 недели. А с московской экспедицией, с Московским институтом, у экспедиции были задачи. Мы раскапывали базилику Крузы. Очень интересно раскапывать. Бывает, что ничего не попадается, и тут, например, вы находите колодец. Представляешь, люди идут за водой и роняют туда кольца, брошки, сережки. Это же просто находка. Точно. Да, Ну, Лера, а вот ты была когда-нибудь в археологической экспедиции? К сожалению, нет. Но мне Не очень давай. хотелось бы побывать, особенно в Крыму, потому что Крым — это просто любовь навеки, в сердце навсегда просто. Ну вот видите, у вас, Лера, и у вас, Дмитрий Сергеевич, общая любовь к Крыму. Я там еще ни разу не был, но думаю, еще обязательно буду. Я никогда не думал, что буду учиться в Институте культуры и искусств. Я знал, что я буду учиться в Институте культуры и искусств. Поэтому... Почему это ты знал? Как это ты знал? Ну, вот так как я закончил училище культуры в этом же здании. Собственно, вариантов больше нет, Да, чтобы вариантов далеко не больше ходить. было, как у вас происходило, Дмитрий Сергеевич? Ну, у меня, собственно, как-то примерно похожим образом. Я шел с занятия, с частного урока я преподавал гитару уже некоторое время после окончания училища. Да и думаю, зайду, посмотрю, что там. И стал, значит, изучать расписание. И тут проходит ректор. И вот, значит, слово за слово, давайте к нам учиться. А время было, между прочим, уже ноябрь, ну или октябрь. Ну, уже как бы осень, уже учебный год Да начался. уже все, уже, конечно. Да. Я говорю, ну, понимаете, мне тут и работать вроде бы надо, и у нас, говорит, и работают, и учатся. Ну, в общем, заманили меня. И вот я уже учусь на 17-м курсе, и все это продолжается. Ну, 17-й курс, ну как бы вечный студент, да, можно здесь сказать. Ну, в душе, конечно, да. Я никогда не был в Артеке, на самом деле, никогда не был в Артеке, но, Я- Лера, я точно знаю, что это про тебя. Точно знаю, что про тебя. Да, я была в Иртеке, в лагере Янтарный.
От этого мне полюбился Крым всей душой. У нас была смена, посвящена экологии слова. И мы пропагандировали правильное произношение, правильную речь. Прикольно, прикольно. А почему, кстати, когда я тебя про Артек спросил, ты так оглянулась и как будто ты что-то вспомнила? Там просто у меня стоял артековский портфель, и я вспомнила, что я его убрала. Моя радость. Сколько ценностей, да, в этом портфеле? Да, у меня есть целая коробка, посвящена Артеку, и там просто все мелочи, там даже чеки сохранились. Я никогда не писал музыку для отрывка из пьесы. Вот я никогда не писал музыку для отрывка из пьесы. Я тоже. Лера тоже не писал. Дмитрий Сергеевич, наверное, поэтому это про вас. Сейчас, подождите, тут всякие шмели летают. Ну, конечно, я писал. Ну, писал, у нас, собственно, были и задачи такие, что-то написать. А бывает по, так, велению души захотелось написать. Тем более были обстоятельства. Например, мы ставим спектакль. Да, это опять связано с экспедицией, наверное, вот такой опыт именно спонтанный. Представляете, среди греческих развалин, ископаемых, да, мы ставим Илиаду, да, знаете, Гомера, Илиаду. Да. И вот у нас там был сценарий, тексты, ну не хватало сопровождения, и я, сидя прямо на этих же самых развалинах, сидел с гитарой и писал по всем действиям, по всем персонажам, лейтмотивы. Ну, скорее, вот такая, да, музыка к пьесе получилась. Следующее у нас «Я никогда не был при Эльбрусе». Я была недавно, совершенно летала. Совсем недавно? Да, в декабре. Я тогда полетела на Soft Skills наставник, это форум был, Всероссийская школа, Всероссийская школа. И самое интересное, что я была там самая маленькая, ну, точнее, не маленькая, а самая молодая, потому что всем было там 23, 20, 18, я приехала туда 17-летний, и когда начали говорить про поколение Z, то есть это про наше поколение, они только в телефонах, им ничего не надо, я говорю, так, стоп, всем привет, мне 17 лет, я поколение Z, и я так не считаю. Я им рассказала просто, какие вообще на самом деле поколение Z, потому что на самом деле мы не такие. Вот, и все очень удивились и помнили меня потом. Ну, это, вот. как я, знаешь, скажу, здорово, круто, отлично. Я никогда не был волонтером. Хотя нет, я был волонтером, я был волонтером Победы. В 2017 или 2016 году, в День Победы, мы Бессмертный полк, когда проходил. Интересно, я вообще никаким волонтером не был. А Лера как волонтером была? Я была волонтером Победы, это на самом деле очень большой опыт, и волонтерство мне многое дало, особенно за мою хорошую успеваемость и за мои творческие достижения. Меня наградили званием «Гордость города». Я никогда не был фанатом испанского певца Энрике Иглесиаса. Ну, это подстава для меня. Я большой фанат Энрике Иглесиаса. Наверное, еще где-то с 5 лет, с 5-6 лет. Каждый год я просто слежу, когда же у него выйдет новая песня, за его детьми, за его концертами. Как раз скоро должен быть концерт в России. Думаю, может быть, я попаду на этот концерт, но в связи с сложившейся ситуацией, скорее всего, не попаду. А давайте сейчас перейдем к следующей рубрике, которая называется «Мне вот интересно». По кругу каждый участник начинает предложение со слов «Мне вот интересно». Я буду задавать вопрос вам, Дмитрий Сергеевич. Дмитрий Сергеевич, вы будете задавать вопрос Лере. Лера, ты будешь задавать мне. Но начинаем со слов «Мне вот интересно». Мне вот интересно, Дмитрий Сергеевич. Итак, Дмитрий Сергеевич, мне вот интересно, каково преподавать в творческом вузе? Это просто прекрасно. Я так счастлив преподавать в творческом вузе. Я надеюсь, в сентябре я опять буду преподавать в творческом вузе. Лера, а мне вот интересно, какие человеческие качества для тебя наиболее ценны? В первую очередь верность, честность и наверное, милосердие. Мне вот интересно, какие фразы ты говоришь, чтобы выглядеть крутым? Вот совсем импровизированно недавно получилось в выпусках GKTV то, что я случайно сказал три фразы по 2 раза. Это круто, здорово, отлично. Не знаю, как даже это получилось, но вошло в такую привычку. Мне вот интересно, а какую музыку вы слушаете? А, Владик, ты знаешь такой анекдот? Наверное, не знаешь. Чукча... Наверное, не знаю. Да, Чукча говорит не читатель, Чукча писатель.
Нет, слушаю, конечно, Владик, слушаю. Сейчас Я понял. мне нравится, вернее, вот в этот период своей жизни, я люблю слушать симфоническую музыку, симфоническую и джаз, современный джаз. Мгм. Не то, что там Элла Фицджеральд и все такое, а современный джаз, это он просто впитал в себя множество направлений. Если вы поинтересуетесь, поп-музыка и фанк, и да все что угодно. Послушайте нашего исполнителя в YouTube Степанов, напишите Fusion. Он берет популярную музыку, которую вы точно знаете, нашу российскую, и играет её ее... в джазовом... Да, в стиле фьюжн. То есть он увеличивает, нагружает гармонию, Мгм. и только угадывается по словам и по какому-то направлению мелодии угадывается, что, это же та самая песня. Но она приобретает очень такую сложную коннотацию, понимаете? Ну да, я вроде Это видел это эксперимент. на ютубе. Ой, эксперимент. Часто бывает, что музыка типа фьюжн джаз — это музыка для музыкантов. То есть ты не получаешь в прямом виде такое удовольствие, как просто какие гармонии, какие мелодии. Ты соображаешь, что там происходит вообще, куда движется, как это, что делает бас там вообще. То есть, не знаю, как это занятие назвать, но это не в чистом виде прослушивания музыки. Вот именно этим я и занимаюсь. То есть, если что-то слушаю, конечно, мне нравится, да, но я ее как бы слышу насквозь. Я слышу все инструменты, я их уже что-то там рассчитываю в голове. Мгм. Я Ну это как теперь у вас, уже- наверное, уже как Да. вы воспринимаете это как музыкант, а не как бы вот... Да, я ее по кирпичикам раскладываю. Наверное, это неправильно, может, я теперь не помню, как это вообще, просто слушать музыку. Я ее все время слушаю насквозь. А мне вот интересно, Лера, а что для тебя счастье? Для меня счастье — это заниматься своим любимым делом, быть с родными, и чтобы, в принципе, все было хорошо. И если для кого-то счастье — это какие-то такие большие, например, моменты, Материальные, да, имеешь в виду в какой-то мере вещи, может да? быть, это материальные блага. Может, это какие-то происшествия, интересные моменты, но я извлекаю счастье прямо из каждого момента. Вот даже если мы сейчас сидим, я беру кусочек и добавляю его к счастью. Вот. Для меня счастье — это просто Правильно. каждая секунда. Все круто. Я просто иногда оборачиваюсь, понимаете, всякие ежи, змеи. Владик, мне вот интересно, какие у тебя есть скрытые таланты? Скрытые таланты. Скрытые таланты. Ну, наверное, это то, что... Вот есть же обычная зубная щетка. Я могу зубную щетку крутить на пальце. Обалдеть. Это я научился еще давно, когда посмотрел программу «Галилео» на СТС. Как раз она скоро перезапускается. Только с Владимиром Маркони. И вот я помню, я пришел после школы, сделал уроки, смотрю что-то «Галилео» и вижу, как там учат, как зубную щетку на пальце крутить. У меня сначала не получалось. Просто я еще левша, а люди на правой руке крутят. На правой у меня никак не получалось, потом я решил на левую, и с левой у меня сразу получилось. Ну, это с зубной пастой или без нее? Не, это без зубной пасты, вот просто щетку. Берешь и Может, начинаешь. Может, там суперклей ты нанес туда. Слушайте, Отлично. а можно я всех спрошу? Не по сценарию. Давайте. А мне вот интересно, кто из вас летает во сне? Ой, во сне у меня часто бывает, я что только не делаю, и летаю, и с пятого этажа прыгаю, и до сих пор остаюсь в живых. Круто. А Здорово, Лера? здорово. А Лера, да здорово. А Лера Мои летает во сне. сны из ряда фантастики. Я могу сначала сидеть... Кстати, мне один раз... Вот это вообще не шутка, я сейчас расскажу. Я Хорошо. вспомнила. У меня в 9 классе был экзамен, ОГЭ мы сдавали по литературе. И перед литературой я настолько переживала, я легла спать вообще в слезах, и мне снится, как я пишу письмо Пушкину, вот серьезно. Я пишу ему письмо. А это было Дорогой... в современное время, Лера? Да. Я пишу ему письмо как бы в прошлое. Я ему пишу: дорогой Александр Сергеевич, завтра у меня экзамен по литературе. Скажите, что мне попадется? И дальше происходит вообще нереальная вещь. Он мне пишет: не переживай, ты сдашь хорошо. Тебе попадется «Бедная Лиза» и Евгений Онегин. Я такая: окей, я еще проснулась, подумала: блин, я эти произведения типа хорошо знаю.
Я прихожу на экзамен, открываю КИМ, а там у меня Евгения Онегин и бедная Лиза. И вообще без шуток прям. Вот реально это так было. Это же просто провидение, Лера, понимаешь? Да. А. Дмитрий Сергеевич, мне вот интересно, какое ваше любимое занятие? Мое любимое занятие, Владик, это созидание. Во всех его проявлениях. Это ты, ну, как бы сказать... Созидать всему имеете в виду вообще? Созидать в широком смысле этого слова. Это не обязательно ничего не делать. Это значит присутствовать здесь и сейчас, жить вот здесь и сейчас. Вы же, наверное, замечали, что часто нас куда-то выносят, нас выносят эмоциями, нас выносит социальная какая-то среда, нас выносят близкие окружающие люди даже. А ты, например, находишься в точке, ты всегда сосредоточен. Это не значит, что ты всегда там скован и напряжен. Нет, ты всегда сосредоточен, у тебя точка сборки находится как бы внутри тебя. Ты живешь здесь и сейчас. Я вот созидание трактую именно так. В таком Понял. смысле. Поэтому это может быть сочинение музыки, это может быть работа руками, стройка какая-нибудь или ремонт вот музыкальных инструментов. Я люблю делать. Давайте перейдем к следующей рубрике, которая называется «Выдающиеся произведения 21 века». Итак, сейчас вы, Дмитрий Сергеевич, и ты, Лера, по очереди будете выразительно, как настоящую поэзию, с душой читать припев или куплет популярных треков, популярных песен, которые сейчас на слуху у всех. И я думаю, давайте вы на камень, ножницы, бумагу оба посмотрим, кто же первый все-таки начнет. Суепа. Оп, все, Дмитрий Сергеевич, вы проиграли. Начнем с Леры. Итак, слова артиста Нилетто, название «Любимка». Читает будущая народная артистка Чувашской Республики Валерия Никитина. Время пострелять. Между нами пальба. Попадаешь в сердце, остаешься там, любимка. И я просто трачу себя, всего себя на тебя. Аплодисменты. Круто, здорово. Время пострелять, между нами пальба. Попадаешь в сердце. Программист всея Руси Дмитрий Сергеевич Пуртов. Ночью уснуть не могу никак. И пришла я на техно, чтобы найти тебя снова тут, в амсы твои, как год назад. Но рядом Найк уже не мои топчет знакомый мне грув. Еле держу. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейве. Выдающееся произведение 21 века на сегодня исполнит будущий востребованный режиссер театрализованных представлений и праздников Валерия. Слова певицы Клавы Коки, название «Покинула чат». Твоя песенка спета. Колонки молчат. Я сделала больно и покинула чат. Вокруг тебя много нормальных девчат, но лишь я сделала больно и покинула чат. Чат. Покинула чат. Чат. Я сделала больно и покинула чат. Текст певца Тима Белорусских, название «Мокрые кроссы». Читает величайший гитарист Дмитрий Сергеевич. И пускай капает с неба. Иду в мокрых кроссах к тебе, где бы я ни был. Для остальных я занят. Звонки без ответа. Дойти бы к тебе. И пускай капает с неба. Иду в мокрых кроссах к тебе, где бы я не был. Для остальных я занят, звонки без ответа. Сейчас давайте следующая рубрика, которая называется «Блиц-опрос». Сейчас вы, Дмитрий Сергеевич, и ты, Лера, должны будете быстро отвечать. И давайте заранее договоримся о том, что я два варианта ответа даю вам, вы выбираете один. Сначала вы, Дмитрий Сергеевич, говорите, потом, Лера, сразу ты. Черное море или Азовское? Черная. Черная. Земфира или Валерия? Валерия. Земфира. Поспать или сделать дело? Поспать. Сделать делом. Танцы или программирование? Программирование. И танцы с Танцы. бубнами.
Любимое дело или большая зарплата? Любимое дело. Любимое дело. Собака или кошка? Собака. Или, Леонард Коэн или Боб Дилан? Боб Дилан. ну пусть будет тоже Боб Дилан. Клубника или малина? Клубника. Клубника. Отдых за границей или в России? В России. За границей. Фастфуд или сладкое? Сладкий фастфуд. Фастфуд. Итак, Дмитрий Сергеевич, Лера, спасибо вам большое, что вы были на связи. А вы, друзья, кто нас смотрит, подписывайтесь на наш канал в YouTube и на все наши социальные сети, ссылки в описании. Ставим лайки, подписываемся. Еще раз спасибо всем. Пока!